Доброе утро, уважаемые читатели и зрители «Кактус Медиа». Мы в прямом эфире, и мы начинаем с достаточно необычного места. Мы сегодняшний эфир проводим на бульваре Эркиндик. Меня зовут Дилия Юсупова, и наша такая импровизированная студия случилась потому, что наша сегодняшняя гостья очень торопится. Мы ее условно выловили вот в центре города для того, чтобы она и дать ей возможность побежать дальше по своим делам. В гостях у нас Гульнара Ускинбаева, глава ассоциации поставщиков, а также очень активный бизнес-деятель, я сказала бы, все ее знают прекрасно. Обсуждать мы сегодня будем новый текст налогового кодекса, который обсуждается сейчас Кабинетом министров, общественностью. В нем достаточно много самых разных изменений, которые возмущают, удивляют и даже радуют предпринимателей и тех непосредственно лиц, которые связаны с налогообложением. Доброе утро, Гульнара. Доброе утро. Спасибо большое за то, что вы нам уделили время. И первый, самый главный вопрос: насколько нам необходимо было менять налоговый кодекс? Потому что, насколько мы знаем, он всегда меняется. То есть каждый год у нас несколько поправок, и это такая видоизменяемая структура. И нужен ли был новый текст? Ну, новый текст нужен был уже давно, еще вчера и даже позавчера, потому что, вот, как вы правильно сказали, он постоянно менялся, и это было такое, знаете, кусочками, и наш налоговый кодекс, он похож на киргизское одеяло курак, да, там кусочек, тут кусочек и так далее. И, в общем-то, попытка уже предпринималась сделать его менее пестрым, может быть, и более логичным. И это очередная попытка сделать его более логичным, то есть вот эти все мелкие изменения как-то привести в некую систему. Этот налоговый кодекс, он не революционный. Вот, это просто приведение все в порядок, устранение определенных недостатков, достаточно существенных недостатков. Если говорить о членах нашей ассоциации, наконец налоговый кодекс уравнял производителей с торговлей, скажем так. То есть вот у нас же ассоциация поставщиков — это производители и дистрибьюторы, то есть те, кто производит, и те, кто торгует. И вот теперь они равны между собой, то есть, например, да, тот же налог с продаж теперь у нас одинаковая ставка, потом по основным средствам, по их амортизации, в общем-то, сделаны значительные упрощения. То есть эти упрощения, они помогут нашим производителям, наконец-то, да, не только с высоких трибун, когда все говорят, что мы поддерживаем местного производителя, теперь и налоговый кодекс сказал, ну, образно, да, я к ним хорошо отношусь. Хорошо, есть очень важные изменения, о которых мы говорили ранее. Пожалуйста, назовите, вот сейчас вы перечислили, что уравняли. Есть еще интересный момент по НДС, который весьма важен для мелкого и среднего предпринимателя, правильно? Да, вот мы очень часто, регулярно, последние лет 5, наверное, говорили: поднимите порог по НДС хотя бы до 10 миллионов. В общем-то, нас наконец услышали и подняли порог не до 10 миллионов, а до 30 миллионов, и это очень радует. Почему? Потому что администрирование самого НДС, оно очень сложное. И тем предпринимателям, которые хотят работать добросовестно, это очень тяжело и очень накладно, потому что у тебя недостаточно средств, чтобы содержать хорошего бухгалтера, вот это все отслеживать и так далее, и так далее. И сейчас все-таки поднятие порога до 30 миллионов, оно поможет выдохнуть, да, тем предпринимателям, которые хотят работать добросовестно, но не могут выдержать высокой планки НДС не сколько в самом налоге, а сколько в соблюдении всех его правил. Еще один очень важный вопрос, который, скажем так, возмутил общественность, даже на данный момент не возмутил, а очень удивил общественность. Количество проверок, третий вид проверки, который появляется в налоговом кодексе, и также расширение возможностей самой налоговой службы. Что в этом интересного? Я напомню, что появляется у нас 3 вида проверки, и налоговая служба расширяет свои возможности через то, что
она может не позволить человеку, имеющему налоговую задолженность перед налоговыми органами, покинуть пределы страны. Это очень важные вещи, и они нуждаются в комментариях, думаю. Как отреагировало бизнес-сообщество на такие нововведения? Да, мы об этом нововведении узнали, ну, так сказать, в процессе, и у нас тоже были к этому вопросы, что просто так запретить даже по признанной налоговой задолженности выезд нельзя, потому что довольно часто выезды наших предпринимателей, они же связаны именно с его бизнесом, да, чтобы заработать такие денег и заплатить налоги. Вот. И есть понимание, что нужно поставить какую-то планку по сумме. Сейчас эту планку государство предлагает на уровне 100 тысяч сомов. Мы считаем, конечно, что это достаточно маленькая сумма. И, ну, например, вот если говорить о нашей ассоциации для малого и среднего бизнеса, она достаточно крупная, чтобы мы ее быстро нашли и погасили. Вот. Но в то же время, если мы там заключим какой-то договор даже с соседним Казахстаном, да, что-то там поставим, в общем-то, у нас появится возможность погасить эту сумму. Поэтому мы считаем, что эту планку надо поднять там на уровень, там, я не знаю, вот как особо крупные размеры сейчас по Уголовному кодексу, там 5 миллионов сом. Ну, может быть, не 5 миллионов сом, но тем не менее сделать ее какой-то миллионной, что действительно какие-то недобросовестные налогоплательщики, ну, что греха таить, такие же тоже есть. И мы не хотим их покрывать. Почему? Почему они должны, как говорится, жить за наш счет? Вот. Что если они действительно должны значимую сумму и там не погашают и так далее, может быть, и стоит наложить эти ограничения, потому что сейчас же есть ограничения там на алименщиков, ну и там по штрафам и так далее. Потому что только суд может признать человека виновным. Здесь же налоговым органам дается возможность использовать свои полномочия достаточно широко, и, насколько нам известно, юристы именно с юридической точки зрения углядели в этом нарушение прав человека, коррупционные схемы, которые возможны. То есть зависит исключительно от инспектора то, что может человек уехать или нет. То есть там есть несколько видов погашения задолженности этой налоговой, и инспектор налоговый может принять это решение, отпускает он человека за границу или нет. А насколько это справедливо? Вот этот момент, конечно, нас тоже настораживает. Мы отлично понимаем, да, что коррупция, как говорится, в нашей стране не побеждена, она есть. И поэтому вот мы, как бизнес, я сама разговаривала вот с юристами, да, помогите нам, ну вот, выстроить так вот эти критерии, чтобы действительно обезопасить людей от неправомерных действий. Что совсем это запретить, мы тоже понимаем, это нельзя, да, потому что скрываются люди там от налогов и так далее. Тут мы ничего не можем сказать, да, против фактов, как говорится, не попрешь. Но вот помочь поставить какие-то такие четкие, ясные критерии, чтобы это можно было действительно решить, потому что нам тоже не хочется, чтобы вот это использовалось как коррупционное давление. Ну, вроде бы вот юристы-правозащитники, ну, по крайней мере, пообещали нам помочь в этом вопросе, и мы очень ждем от них помощи. А что вы скажете насчет проверок, которые внедряются по новым технологиям? У нас вопрос цифровизации стоит, удаленная проверка разрешается, да, то есть чем это чревато? Потому что, как всегда, наши боятся всего нового, необкатанного. Мы, конечно, понимаем, с чем столкнуться предприниматели, да и сами инспекторы налоговой службы, ввиду того, что у нас постоянно проблемы, жалобы поступают в наш колл-центр, да, если хотите, то обращайтесь, конечно же, мы обязательно разберемся со всеми этими нарушениями, делами, как бы проблемами. Как вы ожидаете, как это будет происходить? Ну, вот этот новый вид проверки,
так называемый горизонтальный мониторинг. То есть налогоплательщик свою учетную систему, ну, образно говоря, 1С, каким-то образом подключает к налоговой системе. То есть непонятно, я не знаю, пока еще не придумали как, но это и на Западе существует, в общем-то, и в России, ну, так сказать, есть и ближний опыт. Каким-то образом это подключается, налоговая служба имеет возможность, ну, образно говоря, в режиме онлайн отслеживать, каким образом идут все операции у налогоплательщика, то есть видит, что налогоплательщик, как говорится, работает прозрачно, и тогда он к нему, вообще говоря, не приходит ни с какими другими проверками. По идее, замысел хорош. Замысел хорош. Каким образом это будет подключение, насколько это будет безопасно, то есть есть же информационная безопасность, ну, например, ну, я не знаю, да, или у тех же самых банков, да, там же, ну, и также у них всякие хакерские атаки там и так далее, и так далее. То есть я не технарь, и я не знаю, как это будет решено, вот да. Мы уже предполагаем. Есть какие-то, да, есть какие-то технические проблемы, но так как эти проблемы, ну, в других странах решены, в конце концов, наверное, есть, ну, какие-то такие открытые решения, и если в этом направлении они найдут и покажут, что это информационно безопасно, и, конечно, это в первую очередь касается крупного бизнеса, у них больше резервов, да, что их айтишники посмотрят и скажут, это да, информационно безопасно, будет какое-то решение предложено, тогда, конечно, ну, наверное, и средний бизнес. Ну, нам, как вот малому и среднему бизнесу, это, в общем-то, это очень далекая как бы система, потому что у нас все-таки 1С может быть не так отлажено, как у них, потому что, опять-таки, у нас не хватает средств, что-то у нас идет в 1С, что-то в Excel, что-то на бумаге и так далее, и так далее. То есть для нас... Вот эти все данные, да, для нас это не завтрашний день, а, наверное, послезавтрашний день, поэтому мы сейчас будем смотреть, как это будет решено с крупным бизнесом. Но мы посмотрели, в общем-то, тем, у кого сильная, да, вот IT, своя структура, я думаю, наверное, они будут готовы к этому, потому что как раз-таки у крупного бизнеса вот эти проверки, они же забирают очень много ресурсов, да, там большой объем проверки, и, возможно, они будут рады такому виду. А для нас, наверное, это все-таки, ну, еще пока еще проблема, еще рано. Еще один важный вопрос. Внедрение уже, вот закрепление исламских принципов финансирования в налоговом кодексе, если это шло пока еще параллельно, то есть они частично внедрялись, но это было с помощью каких-то подзаконных актов. В самом налоговом кодексе это понятие не сидело. Теперь это четко прописывается, насколько это будет успешным или неуспешным нововведением для нашей налоговой системы и готовы ли перестраиваться сами налоговые инспекторы, бизнес под это нововведение. Ведь, ну, не секрет ни для кого, что мы все больше и больше внедряемся в эту систему. Нами интересуются и арабские инвесторы, которые используют эти принципы. И это, по сути, веяние времени. Ну, как мне кажется, да, я не хочу обидеть никого, да, во всем мире есть, да, западные деньги и исламские деньги. Да. И да, у нас такой достаточно слабый доступ к дешевым западным ресурсам, ну, из-за рейтинга страны там, и так далее, то есть есть какие-то такие вещи. И у нас мы не могли в должной мере воспользоваться ресурсом исламских денег, потому что вот в действующем налоговом кодексе налогообложение тех предпринимателей, которые работают по исламским принципам, оно было несправедливым по отношению, ну, к традиционному ведению бизнеса, да, и финансированию. То есть платили больше налогов, потому что это так прочитывалось, и, соответственно, это было невыгодно. То есть, хотя финансовые институты
старались развивать, да, исламское финансирование. У нас есть исламский банк, есть исламский центр, да, вот в банках есть даже микрокредитные компании, которые используют исламские принципы, но тем не менее предприниматели не очень охотно вели свое финансирование по этим принципам, потому что это было невыгодно, получалось двойное налогообложение. И сейчас просто-напросто тех предпринимателей, которые занимаются исламским финансированием или планируют работать по исламским принципам, просто-напросто уравняли в налогах с традиционным финансированием и с традиционным, так сказать, ведением бизнеса. И, я думаю, что это поможет развить и этот участок работы. То есть это не связано с общей исламизацией, надо сказать. Это просто доступ к исламскому финансированию и к тем исламским деньгам, которые есть в мире, но мы не могли ими воспользоваться в должной мере. Еще один такой вопрос. Что очень смущает предпринимателей, средних и малых бизнесменов, которые составляют основной костяк нашей экономики, которые тянут на себе уже которое десятилетие эту страну, с чем они не согласны? То есть можно ли перечислить какие-то пункты, которые вызывают множество вопросов, и пока они в вашем лице готовы их оспаривать и отстаивать? Есть некоторые моменты, да, например, по тем же контрольно-кассовым машинам, да, ККМ. Там уделяется очень большое внимание ККМ, надо внедрять ККМ. Я согласна, надо, это контроль и так далее. Но как это делается, не совсем мы согласны с этим. Там, например, да, требуется выдача чека ККМ, и если человек платит картой, да. И смотрите, например, у нас есть доставка. Как было, я не знаю, когда у нас был локдаун, да, есть доставка, мы, получается, выбили чек и с товаром привезли этот товар покупателю. А покупатель говорит, у меня не хватает наличных денег. И ты должен, образно говоря, сгонять машину назад и так далее, потому что, не каждый может каждому доставщику, водителю, да, доверить, как правильно пользоваться ККМ, чтобы он на месте выбил. Это есть проблема, потому что очень много допускают ошибок. Все-таки контрольно-кассовая машина, это, вроде бы, да, это же строгая отчетность, если неправильно нажал, возврат, есть очень много ошибок, там очень высокие штрафы, и это понятно, и плохо обученному человеку тяжело этим пользоваться, да, для нас это риски. А, например, хотя бы когда картой платит, можно же было сделать, это же поступает на расчетный счет. Зачем чек? Есть же следы, как говорится, через банк. Вот этот момент, то есть мы думаем, что, конечно, электронная коммерция тоже должна сказать свое слово, потому что для нас это один из путей реализации, да, нашего товара. Потом все-таки пока мы не совсем четко понимаем, да, как мы будем переходить из НДС или из общего режима в необщий режим. То есть я хочу пояснить, то, что сделали порог 30 миллионов, получается, например, есть же какой-то средний бизнес, который, в этом году 20 миллионов, да, и он же стал НДСником. А теперь же можно... Был 8 миллионов, да. А он же будет с нового года. И например, 30 миллионов, он же может выйти как-то из НДС. Насколько это понятно, пока еще мы не до конца это сами осознали, с тем, чтобы предпринимателям объяснить. Понимаете, основная проблема, и почему я всегда выступаю за упрощение. Малый и средний бизнес – это люди, которые
в общем-то, далеки от бухгалтерского учета, там, от налогов, ну вот от понимания такого глубинного. И еще и некогда, да. Они должны быть специалистами в других еще вопросах. И наша проблема в том, что у нас нет, как у крупного бизнеса, знаете, отдельно бухгалтерия, отдельно юристы, отдельно технологи, отдельно там, я не знаю, снабженцы, отдельно бытовики. У нас довольно часто директор, он же технолог, он же снабженец, он же бытовик, он же там, я не знаю, кадровик, а бухгалтер-то у нас приходящий на 10 компаний в целом. Да, и получается, ну, реально невозможно, и нам нужны очень простые правила. Сейчас я не могу вот сказать, да, какой будет, насколько будет простой алгоритм, чтобы можно было объяснить. Народ, делайте так-то, так-то, да, там, если хотите выйти из НДС, да, там, то-то, то-то. Или кто-то хочет остаться в НДС, вам надо... Ну, например, там те же поставщики народного. Народный, ну, понятно, требует, он же НДСник, он требует, чтобы его поставщики были в НДСе. Ну и так далее, да. Ну и опять-таки там с вот этими счет-фактурами есть определенные проблемы. Мы об этом уже говорили Министерству экономики и финансов. Они готовы принять наши изменения, потому что есть еще и технические моменты, которые, не знаю зачем, очень подробно описаны в налоговом кодексе. Хотя, ну, по моему мнению, да, кодекс, он же ставит определенные вот такие жесткие внешние рамки, а какие-то внутренние вещи, да, он должен где-то в других актах прописываться. Или, например, очень должен быть простой и ясный алгоритм, ну, для нас, там, для физических лиц, например, как платить налог на имущество, как платить налог на транспорт. Вот умножил это на вот это, да, то, что нам понятно. И вот он твой налог, да. Как бы вот такие вещи, да, их можно прописать в налоговый кодекс, который касается, ну, очень широкого круга и которые должны быть очень простые. А в части бизнеса, конечно, какие-то вещи сильно просто прописать нельзя сразу там в кодексе. Может быть, это можно сделать в постановлениях, да. Вот эти какие-то вещи хотелось бы прописать. Потом все-таки сейчас идет цифровизация, и тогда, ну вот, опять же, вот это давление по проверкам, оно по большому счету должно снизиться, потому что очень много, очень подробной информации есть в руках налоговиков напрямую, да, та же база данных по чекам, да, по кассовым, или та же база данных по электронным счет-фактурам. Пожалуйста, изучайте, анализируйте у себя на месте, для этого не обязательно приходить к нам. Вот, и... Конечно, вот с нашей стороны мы предлагали, да, больше, чтобы они обращали внимание именно на тех недобросовестных, которые сознательно нарушают, да, то есть занимаются незаконным ввозом товаров и, соответственно... То есть оставьте в покое добросовестных да. предпринимателей, занимайтесь нарушителями. Да, вот посыл такой. Еще у меня такой вопрос. Традиционно считается противопоставлением государства против бизнесменов. Сейчас вы совместно выработали новый текст налогового кодекса, при этом обсуждение продолжается. Вы сейчас бежите в Министерство экономики и финансов на дальнейшее обсуждение, я это понимаю. Все-таки вы враги или союзники? Как вас в итоге понимают? Потому что мы вообще, я вот, допустим, сторонний человек, я не плачу ни налог на транспорт, у меня нет машины, у меня нет квартиры, все оформлено на мужа, то есть он занимается, я туда вообще не лезу. То есть, ну, как сказать, наверное, вынужденные партнеры, да, все-таки никто не любит платить налоги, вот, но я не верю, да, если человек скажет, да, я люблю. Просто люди понимают, платить налоги надо, да, то есть это таким образом мы отдаем свой долг государству, да, за то, что государство выполняет какие-то свои государственные функции, там, охраняет границы, там, обеспечивает там, ну, что-то, да, для нас, то есть обеспечивает там то же самое госуправление и упорядочивает нашу жизнь в целом, да. То есть платить налоги надо. Другое дело, что платить их никто не хочет. И, соответственно, у государства должно как-то все-таки принуждать нас платить налоги, то есть ему нужны какие-то инструменты, чтобы, в общем-то, где-то
подталкивать нас к уплате налогов. Соответственно, мы согласны платить налоги где-то, да, мы не хотим, но мы понимаем, надо, но мы должны четко понимать, сколько мы должны, да, это должно быть все очень просто, да, чтобы, да, не говорите, чтобы, да, чтобы не на ТИН больше, чтобы на вот этот процесс уплаты налогов мы тратили минимум времени, чтобы нам это было все понятно, какие-то очень понятные, четкие, что вот, например, вот такая-то цифра. Чем хорош, вот с одной стороны, почему я рада, так сказать, что увеличили порог по НДС и как-то больше расширили действие единого налога. Там очень понятно. Вот столько денег тебе попало в кассу, от этих денег ты должен заплатить такой-то процент государству, все, там, ну да, образно говоря, много ума не надо, да, чтобы посчитать свой налог или чтобы тебя каким-то образом, ну, обманули в этом подсчете, понимаете? Это вот ясно и понятно. Еще последний вопрос. Когда мы ожидаем введения нового налогового кодекса и можем ли ожидать мы еще дополнительных изменений, прежде чем он вступит в действие? Ну, сейчас в режиме общественного обсуждения, конечно, налоговый кодекс разрабатывался же очень в сжатые сроки, а всегда, когда хочешь качество, 3 месяца, да, это очень обширный документ, и когда ты хочешь быстро что-то сделать, может быть, какие-то технические огрехи. В общем-то, мы сейчас активно вместе с Международным деловым советом работаем прямо над текстом очень-очень подробно, и вот спасибо Международному деловому совету и их членам. Все-таки это крупный бизнес, у них больше потенциал, все-таки у нас он пониже, скажем так. Помогают нам тоже вот эти технические моменты все отработать, найти вот эти вещи. Потом еще кое-какие вещи вот по поставщикам, по взаимодействиям с торговыми сетями. Мы тоже это отработаем, мы тоже предложили налоговой службе это изменить. Ну вот как раз-таки по тем же счет-фактурам, по очень подробным. Там есть определенные нюансы, которые просто технические, но достаточно сильно портят кровь, да, но я не думаю, что что-то добавляют к контролю. И когда мы дождемся? Ну, с 1 января. Государство планирует с 1 января. С одной стороны, вот если брать глобально, то ну, вот лично я за. Да, чтобы вот этот новый текст работал с 1 января, потому что вот существующий текст налогового кодекса, он очень противоречивый, ну вот из-за своих... Он кыргызский курак. Он кыргызский курак. И вот знаете, даже вот есть вот эти вот нападки там на судей и так далее. Я не хочу ничего говорить о судебной системе, но в части налоговых споров я, например, понимаю, что иногда судьям просто деваться некуда, да, и, в общем-то, все принимается решение в пользу государства, потому что это не было урегулировано в налоговом кодексе, и получается, налоговая, ну, настаивает, например, да, вот так там, и там же получается 2 решения, и территориальный орган, и республика, и получается, ну, вот образно, да, вот мы, вот судьи, да, перед нами вот 2 госоргана, там, я не знаю, ну, вроде со своим аппаратом, который как бы же отрабатывали это. С другой стороны, говорит налогоплательщик, нет, я не виноват. С третьей стороны, кураковский налоговый кодекс, весь как лоскутное одеяло, и непонятно, что решать. Там нет этой нормы, и непонятно, как это двигать. И, соответственно, ну, ты просто принимаешь решение, что да, наверное, вот тут доказательства, они верны, да, то есть я, ну, не всегда, я не хочу как бы какие-то суждения, но это очень реальный сценарий. А сейчас все-таки, ну, может быть, криво-косо, может быть, не совсем там четко, но какие-то механизмы для решения вот таких вопросов мы получаем. Знаете, как было когда-то давно, например, тот же профильный комитет Джогурку Кенеша выдаст какое-то письмо, ну, вот по неурегулированным моментам. И это письмо будет основанием, ну, тоже каким-то доказательством для пересмотра, там, для той же судебной системы или для налоговой службы.
Ну, это не идеальный механизм, но хоть какой-то. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях была Гульнара Ускинбаева, глава Ассоциации поставщиков Кыргызстана. Спасибо большое за это интервью. Я напоминаю, что мы обсуждали налоговый кодекс. Все самое интересное вы можете у нас прочитать на сайте. Мы вчера об этом рассказывали немного подробнее. Сегодня это также будет, я вам обещаю. И на сегодня мы заканчиваем наш эфир. И помните, что «Кактус Медиа» любит вас. До свидания.